Маш Дуалса, Хамсарноглас. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Я только что сняла ролик, который вы, наверное, посмотрите сегодня, а этот ролик будет уже выходить завтра. И сейчас я просто хочу показать то, что я купила, чтобы, в принципе, постараться быть с вами каждый день, чтобы вы знали, что я делаю, что я покупаю, куда я хожу, чем я занимаюсь. Я постараюсь хотя бы моментами снимать и быть с вами на связи. Потому что по ватсаповским сообщениям я поняла, что очень многим людям интересно знать просто даже, какая у меня погода, чем я занимаюсь, как у меня дела, как мои внуки, как мои дети, как моя мама. И все в этом плане. Поэтому давайте начинать дальше снимать и быть с вами на связи. Я вас всех очень люблю и ценю. Сейчас я опущу камеру и покажу, что же я купила сегодня. Так, включила вентилятор, потому что просто невозможно. Вот, что же я купила. Так, уже одно яйцо свистнули отсюда. Купила лоток яиц. Ездила я за упаковкой и за весами, друзья. Потому что у меня сломались весы. Одни весы вот такие вот маленькие, которые у меня были, мой сын забрал на работу и не принес обратно. А весы, которые у меня были побольше, вы же видели, у них сломалось зарядочное устройство, и очень плохо у него, зарядку, быстро заканчивается зарядка. Короче, с этими весами нужно разобраться, если они не подлежат покупке и зарядочного устройства, и батареи не заменить, то придется покупать большие, конечно, новые. Так, это 2 булки хлеба по пути пришла. Так, купила вот такие вот весы. Мне, в принципе, весы вот такие вот маленькие были нужны, если даже были и большие, потому что я иногда уже бываю на правильном питании, а там уже нужно взвешивать все, что я делаю. Я, конечно, прибавила в весе, друзья, прибавила порядочно. Каждый день говорю, что все, с сегодняшнего дня на правильном питании, но не получается. Но надо. Не хочется возвращаться к своему бывшему весу, хотя пока еще не очень критично, но надо. Вот такие вот весы я купила, они стоили 550 рублей. Купила их в упаковочном магазине. Там магазин такой хороший, что все есть. Прям не хочешь даже выходить оттуда, и для кондитеров, и для всех, и кулинаров, и для всего. Так, это значит, я была в хозяйственном магазине, купила дихлофос, причем это один мы уже использовали, купила азелит, хотя он уже азелит мне не так часто бывает нужен, из-за того, что я сейчас вам покажу. Я, помните, показывала вам мыло Веста. Я показывала вам, что я вот покупала вот такое вот мыло Веста хозяйственное, гель хозяйственное мыло Веста. Это что-то, друзья. Я делаю с этим мылом все. Он отмывает любой жир даже в холодной воде. Просто рекомендую вам покупать ее, если она у вас есть где-то. На Валберисе тем более она есть. Но я все равно взяла. Бывают такие места, где нужен все-таки и этот антижир тоже. Дихлофос, как я сказала, покупала 2, но мне надо будет больше покупать. У нас какой-то наплыв мух. У нас и так их было много. Дело в том, что вот некоторые мне писали, что иногда в кадре бывает муха. Друзья, мы живем в селе, во-первых. Во-вторых, у меня у самой огромное хозяйство. Много овец, телят, коровы. Это просто неизбежно. Но вот последние 2 недели, даже не 2 недели, последняя неделя, это что-то. Я уже не знаю, сколько потратилась и на дихлофосы, и на ленты эти, и на агиту. Просто вот летом это у нас вот что-то страшное происходит, что я уже даже дверь не открываю. Пускай жарко, я включаю вентилятор, потому что даже висит у меня москитная сетка, они умудряются сюда заползти. Поэтому вот такая у меня проблема с мухами. Так, это бинты для перевязки я купила, 3 бинта. Вот, дихлофос, как я сказала, у нас стоит в магазине 85 рублей. Азелит у нас стоит 135 рублей. Дихлофос я куплю уже
ящиком. Бесполезно брать его мало. Так, значит, что я купила дальше? Смотрите, как все дорого, чтобы вы знали. Вот мы работаем же. Вот, ну тут килограмм, конечно, 750 рублей черный перец. Нам так выгоднее покупать вот так вот. Паприку тоже вот такую килограммовую купила. Она стоит 350 рублей. Так, ну вот такие вот фасовочные пакеты постоянно нужны, потому что полуфабрикаты туда нужно класть. Иногда я пользуюсь чинчимом, когда бывает что-то нужно быстро. Для капусты и для моркови взяла, девочки. Ну, не помню, сколько это стоит, если честно. Иногда бывает нужен. Взяла просто что. Крахмал кукурузный. Небольшие специи. Это просто я для дома купила, не для заказа, а просто чтобы когда готовлю дома. Ну, и на заказ можно добавить. Вот такой вот чеснок сушеный, гранулированный. Приправу для курицы взяла. И приправу для плова. Так. И купила вот такие вот пакеты, чтобы отправлять готовую продукцию, полуфабрикаты, чтобы класть туда. Так что мне не нравится, как самое. Не знаю, что какой резкость, не так не могу установить. Так, купила, теперь скажу, что покажу вам дальше упаковочно. Купила вот такие себе паштики. Увидела и захотела купить, потому что обычный паштик у меня быстро пачкается. Когда я работала в кафе, мы вот на шоколад белый одевали вот такой вот паштик. Он, конечно, меньше пачкался. Так, сейчас. Конечно, в нем бывает жарко, но, по крайней мере, не так часто приходится стирать обычный паштик. Их обычно, когда я перед мойкой мою посуду, я всегда себя брызгаю. Вот такие вот тонкие, они очень удобные. Так просто выкинула и все. Так, эта упаковка стоит 350 рублей. 50 штук, по-моему. Видно, ага. Вот, эту упаковку равняю. Сюда. Так. Что у меня тут? Так, купила вот такие вот живые дрожжи. Расфасовать. Конечно, я крайне редко. Во-первых, этими дрожжами я вообще ничего не делала. Когда-то делала. А сейчас, по-моему, лет 20 стабильно ничего с ними не делала. Но моя подруга вот из моей группы кулинаров, она очень хорошо делает пироги на продажу. Что сладкие пироги, что такие пироги, ну, несдобные. И она говорит, что всегда пользуется такими дрожжами. Вот на этот раз я их увидела в этом магазине и купила. Ну, она вот говорит, нужно расфасовать по 70 грамм, наверное, и по 35 грамм, если не сдобные, по 70 грамм, если сдобные, на сдобу. И заморозить. Она говорит, они у тебя могут даже год лежать, и ничего страшного не будет. Вот. 100 рублей стоили у нас эти дрожжи. Вот такие дрожжи купила себе. Очень сейчас много роликов показывают, что сухие дрожжи, которыми мы пользуемся, что они вредные. Так, ну купила вот такую вот упаковку, как вы видите, разного диаметра или как его. Вот такие вот прямоугольные. Стоимость у них тоже по-разному. Какой стоит 14, какая стоит 17 упаковка, какая стоит 25. Вот такие вот такие длинные. Вот там я еще видела упаковку, которая она дороговата. Надо будет ее попробовать. Если заказчик будет за нее платить, то можно будет и такую покупать. Так, вот такие вот. Вот. Тоже купила. Вот так вот. Обычно сюда овощные тортики мы кладем, печеночные тортики мы кладем. Сколько эти стоят, я, если честно, точно не могу вам сказать. И она мне почему-то сегодня не дала чек. Так.
Иногда бывает, что нужны такие маленькие, ну, крайне редко они мне бывают нужны, поэтому купила только 5 штук. Ну, когда подливу просят отдельно, ну, еще что-то. Так, ну, и купила вот таких вот. Они, конечно, для тортов, но они мне тоже бывают нужны. Иногда лепешки я кладу под эти тортницы. Иногда и манты, и ну хоть что, любой заказ, что там, что бывает иногда удобнее положить сюда, кладу в них. Вот такая вот у меня сегодня, девочки, покупочка. Ну вот, что еще? И, наверное, я в этом ролике, мои дорогие, сейчас после этого поставлю, если у меня сохранились, я посмотрю на интерес, заказы, которые я делала. И этот ролик выпущу просто так, чтобы действительно постараться каждый день, чтобы быть с вами на связи. Ну и вам, может быть, интересно, что же я готовила, да? Так, девочки, это первый заказ на сегодня. Отправляю свекольный и морковный салат. Но он меня подводит, в принципе, как и всегда, тешим такси. 40 минут ждем, пока приедет такси. Сколько мы... Обзвонили всех таксистов, но это я скажу в ролике. Отправляем, девочки, второй заказ. Баклажаны, свекольный салат, салат из пекинской капусты, печеночные, шарлотки печеночные и мясные шарлотки. Так, отправляю второй заказ. Это 3 запеченные бараньи ноги, но они у меня шли без оформления. Просто я чуть-чуть от себя оформила. Так, и вот такие вот жареные коры. Пока разжарила. Вот так вот. Ой, Зеля, что ты на свадьбу? Пока, как я сказала, это второй заказ. Будем делать третий. أشهد أن لا إله إلا الله